بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Восхваляем Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля, который достоин всех наших похвал. К Нему обращаемся за помощью, и у Него просим прощения совершенные грехи, и к Нему прибегаем от зла наших душ и наших дурных поступков. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля наставил на истинный путь, то никто не введет его заблуждением, а тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля ввел в заблуждение, то никто не сможет наставить его на истинный путь. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, который един, и нет у него товарищей. И свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб и его посланник. Амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, продолжим чтение и толкование хадисов из сборника Абу Дауда, рахимахуллах. У нас сейчас начало книги с Китабу Тахара, и мы остановились на 11 главе, Бабуль истибра мин ад-баули, глава удаления от мочи. И остановились на 22 хадисе. В этой главе Каля сказал Абу Дауд Сулейман ибн Аш'аth Сиджистани, рахимахуллах, сказал: хаддасана Мусаддадун, нам рассказал Мусаддад ибн Мусархад. قال сказал: حدثنا عبد الواحد ابن زياد, нам рассказал عبد الواحد ابن زياد. قال حدثنا الأعمش, нам рассказал الأعمش سليمان ابن مهران عن زيد ابن وهب из племени Джухайна, который принял ислам еще при жизни пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям и поехал, то есть в Медину с ниятом хиджры, переселения своего племени в Медину. Но пока он был в пути, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям умер. То есть он ислам принял, но пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям не видел. Таких людей называют мухадаром. Мухадаром, который принял ислам еще при жизни пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, но пророк Мухаммад лично не видел. Чтобы быть сподвижником, нужно принять ислам и увидеть лично пророка Мухаммада саллаллаху. Этот человек не успел это сделать. Ан Абдуррахман ибн Хасана, он передает со слов Абдуррахмана ибн Хасана, и здесь Хасана это имя матери Абдуррахмана, то есть не имя отца, а имя матери, то есть сын Хасаны. Его отца звали Абдулла, он является сподвижником, но он, как известен, то есть по имени матери больше, чем по имени отца. Каля сказал, этот сподвижник: инталакту ана ва Амр ибн Аси, то есть пошел я, и со мной пошел Амр ибн Ас, радиаллаху анху, известный сподвижник, который принял ислам по одной версии в 8 году хиджры, до завоевания Мекки, по другой версии между, то есть Худайби и Хайбар, между 6 и 7 годами по хиджре. И он являлся, скажем, как наместником, правителем Египта дважды. Первый раз во время Умара ибн Хаттаба, затем во время Муавия. До конца своей жизни, в 43 году по хиджре, ему в это время было
90 лет. Сейчас за 90 лет он был правителем Египта. То есть, до конца жизни. Потому что в то время правители назначали халифы. Сначала Умар, потом Усман, потом и остальные халифы назначали человека, и он правил, пока его не снимали, или пока не умирал. Пошли, говорит, я пошел, сказал Абдурахман Хасана, я пошел вместе с Амром Наасом, радаллаху, или Наби, саллаллаху, к пророку Мухаммаду, саллаллаху, фахараджа, и он вышел, посланник Аллаха, саллаллаху, ва ма'аху даракатун, и с ним был кожаный щит. Thumma статара биха, и Мухаммад саллаллаху этим щитом прикрылся, закрылся, thumma бара, затем справил малую нужду. То есть, получается, поставил щит и справил нужду, то есть сел за этим щитом, то есть, потому что где-то наши люди были, он закрылся им щитом от людей, и сзади него сел и справил малую нужду. Факульна, и мы сказали, унзуру илейхи, смотрите на него, ябулю, справляет нужду, кама ябулю табуль марату, так как это делает женщина. Мы сказали, то, что смотрите на него, он справляет нужду, то есть сидя, как это делают обычно женщины. И в другом версии сказано, в сборнике Ахмада, мы спросили друг друга, смотри, говорит, неужели, говорит, пророк Мухаммад справляет нужду, как справляет нужду женщина? То есть здесь имеется в виду, или же то, что он это сделал сидя, вопрос был, а арабы в то время, как люди в наше время, да, мужчины, справляли нужду стоя обычно, или же он это сделал, скрываясь от людей. Потому что женщина тоже скрывается, так ведь? Обычно же она справляет нужду перед людьми. Поэтому есть две версии. Или же он это сделал сидя, потому что все делали стоя в то время, или он сделал, закрылся, то есть скрылся от глаз людей, потому что как женщины скрываются и не справляют нужду перед людьми. Поэтому, или же оба варианта, то есть оба уподобления, они могут иметь место. И здесь возникает вопрос, если это сказали сподвижники, потому что Абдурахман ибн Хасана и Амр ибн Ас сподвижники, и если эти слова исходят из сподвижников, то это не может быть, в виде, эти слова не могут быть как в явлении недостатка в пророке Мухаммаду саллаллаху, то есть не могут быть упрек, какая-то проблема. Это, наверное, было, вернее всего, что их удивление. Люди, когда еще недавно сам приняли, часто да, бывает. Поэтому один из вариантов это то, что они удивились этому действию, потому что он сделал так, не как все. То есть не как они привыкли делать обычно до этого, то, что они привыкли всю жизнь, а сделал по-другому. Поэтому подвижник не может же, надсмехаться, так ведь, не может он упрекать пророка Мухаммада, если не может надсмешки. Поэтому если это сказать подвижники, то это не насмешка. Это получается просто удивление с их стороны. Но оно похоже. То есть удивление, но оно похоже, как будто они смеются, посмеялись. Также в толковании данного хадиса, то есть сказал Аль-Айни, рахимахуллах, в толковании сборника Бухари, что эти слова они сказали не специально, вылетело. То есть один из толкований, что сподвижники не могли сказать такие слова намеренно, специально, поэтому это просто у них, то, что они подумали, то и сказали. Или же, они проявили удивление, или же это, когда они спросили, друг друга спрашивали эти вещи, так ли это на самом деле, называется истифсар. И поэтому пророк Мухаммад сказал впоследствии, фасами'а залика, и Мухаммад услышал слова, то есть неужели он справляет нужду, как это делают женщины? Факаля, и Мухаммад сказал им, алям та'лям, разве вы не знаете? То есть, получается, он их, обучил. Им сказал эти слова, поэтому, если же это действие, это в том случае, если это случилось, когда эти два человека были сподвижниками. Если же это случилось до того, как они стали сподвижниками, то есть раньше, пока они еще были мушриками, не мусульманами, и увидели действие пророка Мухаммада саллям, тогда, получается, это является то, что, слова не мусульманина, тогда уже неудивительно, так ведь? Потому что если не мусульманин же не привык к таким вещам.
скажем, ну, как обычно мужчины спор справляют, нужно так говорить. У нас, мы тоже так привыкли же в нашем обществе, как и у них. Поэтому не мусульманин, он мог спокойно удивиться, даже насмехаться. Мусульманин же не имеет права насмехаться, тем более сподвижник над пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому хадисы не понимаются. Также там есть версии, что там сказали не эти сподвижники, тут другой сказал. Просто они сказали, как будто мы сказали, то есть, ну, то, что когда мы там сидели люди, то есть и мы вот тут там сидящие, кто-то из нас сказал такие слова. Возможно, не они оба, эти сподвижники. И пророк Мухаммад, как сказали, услышал их слова и ответил им, факаля, сказал, алям та'аляму, разве вы не знаете? Или в другой версии сказано, уайха, как бы горе вам, это, скажем, не плохой дуа, это, скажем, как порицание, горе вам, если разве вы не знаете? Ма лакия сахиба бани Исраиль, то, что случилось с, скажем, одним из людей из племени Бану Исраиль, скажем, из сыновей Израиля. Кяну, то есть они, то есть Бану Исраиль, то есть это сыновья Якуба, потому что Исраиль это, скажем, как лакаб, как прозвище Якуба, алейхиссалям, и оно переводится как Абдуллах. Как сказал Ибн Кафир в Тафсире своем, что это Исраиль переводится как Абдуллах, раб Аллаха. То есть Якуб, раб Аллаха. То есть на их языке это переводится как Израиль. Сейчас мы говорим Израиль, да, говорим с буквой З, на русском языке. То есть они, то есть иудеи, потомки Бану Исраиля, ида асабахум аль-баулю, если моча попадала на них, то есть на одежду, катау ма асабаху аль-баулю минхум, они это место отрезали. То есть их был шариат такой, что если он пошел в туалет, или в другом месте, провел нужду, и моча капнула на одежду, им по их шариату нужно было это место отрезать ножницами, вырезать дырку. То есть стирать у них не очищалось. То есть мы сейчас стираем же мочу, у нас считается очищением. В их шариате, в их законах было это место, то есть катау, отрезали, вырезали это место, то есть то место, на которое попала моча. И как сказано в другом риваяте, то есть еще поточнее у имама Ахмада, что кяну ида асабахум шей'ун мин аль-баули, что если их попадал на их одежду, скажем, да, обычно что-либо из мочи, карадуху резали бильмакарид ножницами. Там, как приводится, отрезали это место, то есть бильмакариды ножницами. И вероятно всего, что здесь имеется в виду, что одежда, то есть здесь не сказано одежда, так, здесь сказано, что если попадала моча на одного из них, здесь не сказано на что. Вот в этом риваяте у Абу Давуда. Поэтому, вероятнее всего, имеется в виду одежда, которая была на человеке, а не кожа человеческая. Потому что то есть им, как бы было сказано, нельзя было очищать одежду водой, то есть стирать, смывать мочу, а, скажем, их очищение являлось от наджиса, удаления вообще, то есть этого места, то есть всего материала удаляли и выкидывали, и тем самым одежда становилась чистая. То есть такой у них был шариат. И они говорят то, что, возможно, там и кожу резать, да, приходилось. То есть там есть споры между учеными в хадисах, то есть одежду или же там еще, кроме одежды, то есть кожа человеческая, на которую попадала одежда. Здесь дальше будут что версии, да, там, другие версии будут, где там приводятся разные слова и объяснения. Мухаммад сказал, то есть, разве не знаете, что постигло, скажем, то есть человека из племени Бану Исраиль, из иудеев, так как если на их одежду, то есть на них попадала моча, то они отрезали это место, на которое попала моча, фанахахум, этот человек им запретил это делать. То есть один человек запретил им отрезать ножницами это место. Фа'удзиба фи кабрихи, и за это он был наказан в могиле. Потому что это был их шариат, он пошел против шариата. Это был закон Аллаха. И он пошел против закона Всевышнего Аллаха Субхану, хотя, может, такой нелогичный, кажется, да, на первый взгляд, но это был приказ Аллаха Субхану. Поэтому человек не имеет права, даже закон нелогичный, что-то его опровергать. Поэтому он опроверг их слова. Им запретил так делать. И за это был наказан в могиле. За то, что он пошел против того, что, скажем, они были обязаны делать. И поэтому здесь Мухаммад салям, причем зачем приводит слова в этом месте?
то, что, как бы намекая, что если будете запрещать мне справлять нужду сидя, то вы будете наказаны, как те люди. Потому что это же закон шариата, справлять мужчину нужду малую сидя. Если человек будет запрещать, если будет над этим насмехаться, то он уподобляется тому из Бану Исраиля, из иудеев, который запретил то, что было в их шариате. Поэтому это шариат ислама, если будешь против него, будешь насмехаться или будешь запрещать это делать, то ты окажешься, также будешь наказан в могиле, как потом наказан тот человек. Поэтому здесь скажем, или за то, что справлял нужду сидя, или за то, что скрывался так от взглядов людей. А может, у нас были хадисы в самом начале, здесь Абу Дауд был сам первый хадис, что пророк Мухаммад уходил, когда справлял нужду, он уходил обычно. Удалялся от взглядов людей, здесь получается, как после, или закрывался, да, уже, чтобы его не видно было. Чтобы во время своей нужды, хоть большой, хоть малый, он был закрыт от глаз людей. Поэтому, как там было наказание за запрет, также здесь может быть наказание за запрет того, что является правилом, нормой шариата, предписанием Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Хадис приводится у Насаи, Ибн Маджа и других сборниках. Каля Абу Дауд, сказал Абу Дауд, Каля Мансурун, сказал Мансур, Ан Аби Ваиль, со слов Абу Ваиля, Шахид ибн Салама, который по одной версии, как там предыдущий сподвижник был, он застал посланника Аллаха саллаллаху, по другой версии он является тоже мухадаром, то есть принес там время пророк Мухаммад саллаллаху, но пророк саллаллаху не видел личным. Потому что он родился в первом году после хиджры, является известным ученым. Хан Аби Муса, со слов Абу Мусы, في هذا الحديث, по поводу этого хадиса, по поводу хадиса Абдурахмана Хасана, Каля сказал, джильда ахадихим, то есть, получается, они отрезали кожу одного из них. Здесь приводится слово джильд, которое переводится как кожа. В этой версии приводится именно кожа. Кожа. Также приводится и в Сахих Муслим, со слов Джарир ибн аль-Мансур, на Аби Ваиль, джильда ахадихим, тоже приводится в Муслиме кожу одного из них. А у Бухари приводится одежду. Вот хадис один и тот же, но раз в сборник приводятся разные слова. Здесь вот Абу Дауда просто отрезали что-то, не сказано, что конкретно. У Муслима приводится слово в других сборниках джильд, кожа. У Бухари приводится вот в том же хадисе от Абу Ваиля thawba ахадихим, одежду одного из них. В принципе, одежда понятна, да? Вакаля Асим, сказал Асим ибн Бахдаля, и это Асим ибн Аби Наджуд. Асим ибн Аби Наджуд один из известных 7 чтецов Корана. У нас есть с вами 7 кираатов, так называемых, 7 видов чтения Корана. И один из этих, кто кому относится одно из 7 чтений Корана, является вот Асим ибн Аби Наджуд. Ибн Аби Наджуд. И в настоящее время, то есть в мире, потому что мы читают по кираату Асима, то есть его кираат распространен. И вот то, что у нас есть вот мусхафы, Кораны, там обычно это называется там, чтение Асима по версии Хафса. Поэтому вот все мы читаем как раз вот кираат Асима. Остальные 6 кираатов, они есть, но меньше. То есть в Африке есть Варш, там, остальные там, они в основном, большая масса, они есть только в книгах, да. То есть в книгах, а на практике читают, скажем, 2-3 кираата во всем мире. Самое распространенное как раз вот то, что мы читаем с вами. По всему миру кираат Асима, то есть вид чтения Корана Асима, но по версии Хафс, потому что у каждого чтеца было 2 ученика. Получается 2 версии, 2 варианта. Это, по-другому сказать, это 7 хаятов, это 7 таджвидов. В основном это правило там, таджвида. Там тянуть, не тянуть, там и произношение букв чаще всего. Поэтому вот Асим вроде один из чтецов Корана, в то время еще передача хадиса. То есть в те времена ученые часто не были универсалами. Он и Коран знал наизусть, и тафсир, и виды чтения, все 10 там знал, и фих, и хадис, большинство были как энциклопедии, универсальными учеными были. У них не было какой-то специальности узкой, да. Конечно, некоторые из них там в чем-то, конечно, превосходили какой-то науки, чем остальные науки, но в основном многие науки знали. Передал Асим ибн Аби Наджуд, قال عاصم عن أبي وائل تصلف أبو وائل تشقق ابن سلمة
ан Аби Муса, Абу Муса аль-Аш'ари, ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям, со слов пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, вот еще одна версия, джасада ахадихим, то есть тело одного из них. Здесь слово джасад это тело одного из них, здесь сказано. Поэтому есть просто хадисы, здесь ничего не сказано, что попадал моча, отрезали, что не сказано, как у Абу Дауда. У Муслима сказали, есть слово кожа, у Бухари есть одежда. Здесь есть версия, приводит Абу Дауд, тело одного из них. Поэтому, как видим, то, что есть разногласия именно в словах этого хадиса. Версия Абдурахмана Хасана, это слова посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Но там не сказано ни одежда, ни тело, ни кожа. Версия Абу Муса, она, где сказано кожа, это слова сподвижника, а из маукуф, это не слова посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, это высказывание Абу Муса аль-Аш'ари, сподвижника, а у Бухари там сказано одежда. Одежда или же тело, это уже относится к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Слова посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. И, как приводит Бухари в своем сборнике со слов Мансур, со слов Абу Ваиля, что Абу Муса аль-Аш'ари, радаллаху анху, известный подвижник, он, скажем, очень серьезно относился к вопросу мочи и говорил, что Бану Исраиль, сыновья Исраиля, если попадала моча на одежду одного из них, они отрезали, врезали это место. И сказал Ибн Хаджар в толковании Сахих Бухари, у Муслима сказано, у Муслима приводится кожа одного из них, одного из вас. Поэтому вот, скажем, такие все версии есть, все разные хадисы. И сказал Куртуби, что возможно, когда говорится, то есть обычно одежда, то есть одежда понятно, одежду вырезать можно, без проблем, без боли. А что касается кожи, сказал Куртуби, рахимахуллах, что возможно под словом кожа имеется в виду, скажем, кожаная одежда, которая была на них. Не их кожа, а одежда из кожи, которую носили. Скажем, а не их личная кожа. Или же то, что, скажем, если даже была кожа настоящая, это, получается, то есть осложнение. Аллах смотрит, которое было дано им предыдущим уммам, предыдущим пророкам. Поэтому, вероятнее всего, правильно, что одежда. Получается, они отрезали одежду. Мы сейчас стираем, смываем водой. Это наш шариат, так предписано. У них это было именно так. Поэтому, то есть, шариаты были разные. Иногда что-то было очень даже сложное, тяжелое. Так, потому что, представьте, в наше время отрезать одежду. Стирать нельзя, нужно отрезать ножницами. Там же дырки будут везде. Или будет, или будет мыть, там будет ударяться, там будет оберегать себя, чтобы не капнул никуда. Потому что он будет истинджа будет делать, там будет вытирать насухо, полностью, чтобы не отрезать. Поэтому это все указывает на оберегание себя одежды от мочи. Вот это как раз хадис приводится. Цель его, что мусульманин, как те оберегают, также мусульманин обязан оберегать себя, чтобы его одежда осталась чистая, чтобы на ней не было капли мочи. Получается, это, делать истинджа, то есть вытирать, использовать воду, бумагу, другие вещи, чтобы одежда осталась чистой, чтобы потом не было ни наджиса, чтобы можно было совершать намаз спокойно. Следующая глава, 12 глава, Бабуль Баули Каиман. Глава справления малой нужды стоя. То есть можно или нельзя. Имеется в виду мужчин, так ведь? Потому что женщина вопрос понятен, имеется в виду мужчина. Можно или нельзя справлять малую нужду стоя. Каля хаддасана Хафс ибн Умар, сказал Абу Дауд, нам рассказал Хафс ибн Умар, ва Муслим ибн Ибрахим, а также Муслим ибн Ибрахим аль-Фарахиди, то есть два учителя Абу Дауда, каля, они оба сказали, хаддасана Шу'бату, сказал Шу'ба, известный ученый, которого называли Амир аль-Му'минин фи хадис, как правитель, праведных. В хадисе, получается, в высшей степени хадиса, каля ха, то есть здесь буква такая, ха стоит арабская, ха означает один снад шел, потом переход на другой снад. То есть шла одна цепочка, потом прыгает на другую цепочку. Переход, цепочную цепочку.
Такие вещи у Абу Дауда и у Бухари часто приводятся. Начинает один, потом буква стоит Х, переход, и потом когда уже переход на другую цепочку, прыгает. И как будто переводит две цепочки. Или там переход с одной на другую. Такое Абу Дауд и Бухари используют часто в своих сборниках. قال وحدثنا مسدد, то есть нам передал Мусаддад ибн Мусархад, еще один учитель Абу Дауда. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله يشكري وهذا لفظ حفص. Это слова приводятся, то есть слова хадиса Хафса. عن سليمان, со слов Сулеймана ибн Аль-А'маш, Аль-А'маша, عن أبي وائل, со слов Абу Ваиля, عن, это тоже был в предыдущем хадисе, عن Худейфа, со слов Худейфы, то есть подвижник Худейфа ибн Аль-Яман, рахимахуллах, сподвижник, один из первых, кто принял ислам. Его отец тоже был сподвижником, то есть и Худейфа, и Аль-Яман оба были сподвижниками, и его отец умер в битве при Ухуде, а Худейфа умер в начале правления Али радиллаху анху в 36 году по хиджре. Ан Худейфа Тaqala сказал: «Ата Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям пришел, то есть подошел субата тaqawmin к мусорке одного там племени, место, куда выкидывали мусор одного из племен, жившее в Медине. Обычно то, что были дома, где-то с края, здесь с края, где дома, там вокруг место, где мусор все выкидывали, да, отдельное место выкидывания мусора, где собиралась горы, кучи мусора. Мухаммад подошел к этой месту, где лежал мусор, собранный, мусорка, да, свалка, так скажем, да, постоянная. Фабаля каймен, исправил малую нужду стоя. То есть Мухаммад зашел туда и исправил малую нужду стоя. И между учеными есть разногласия в положении, то есть ислама в шариате, какое то есть положение исправления нужды стоя. То есть можно, нельзя. К примеру, Саид ибн Мусайяб и Урва и Ахмад разрешили. То есть есть ученые, которые разрешают исправлять мужчин, то есть это называется мубах, то есть дозволено, то есть без проблем. Это делать можно. Сказал Малик, рахимахуллах, если, говорит, такое место, где капли не отлетают на одежду, то можно, говорит, а так это макрух. То есть сказал Малик, то, что если там, спаешь нужду, там же суя, там же капли будут отлетать, тем более на обувь, на одежду, она потом станет наджисом, станет грязной, а маслать нельзя будет. Поэтому если такое место, где капли не попадают на одежду и обувь, то там, получается, дозволено, можно. Если же, а так вообще, получается, в основе это делать нежелательно мужчинам. И сказало большинство ученых, исправление нужды мужчине стоя макрух, то есть нежелательно, или ли'удри, кроме как если будет причина. То есть в основе нежелательно, а если есть причина какая-то, то в этом случае является дозволенным. И это является макрух, то есть танзих, то есть не харам, а просто как очищение. Потому что если был харам, значит нельзя было. То есть если когда харам, там почти нет исключения обычно. А когда макрух просто, тогда исключение дозволено. И как раз это мнение масхаба Ханафи, что это действие макрух танзиха. То есть нежелательно, как будто как не адаб, не хорошо, не красиво, но это не харам, не греховно. Но в то же время есть хадис, который этот хадис противоречит. То есть есть хадис, который противоречит хадису Худейфы ибн Ямана. Это хадис перед Аиша радиллаху анха, слова жены посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, Аиша радиллаху анха, которая сказала: «Ман хаддатакум», что если кто-то вам расскажет, «Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям баля кайман», что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям справлял малую нужду стоя, «фаля тусаддикуху», не верьте ему. То есть, сказала Аиша, если кто-то вам расскажет, что посланник справлял нужду стоя, ему говорят, не верьте. Это слова Аиши, которые приводятся в сборнике Ахмада, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа, недостоверный хадис. Поэтому здесь Мухаммад справил нужду стоя, а там Аиша отрицает. Получается противоречие. Здесь сделал, а там нельзя. И ответ ученых. Первое, что слова Аиши это опирается на ее знание. То есть по знаниям Аиша, то, что она видела, то, что знает, про Мухаммад салям сказала только сидя. Она никогда этого не видела. То есть
при Аише, то есть ее присутствии там или дома и так далее, то, что Аиша знает, Мухаммад всегда справлял нужду сидя, никогда что не справлял. Поэтому Аиша так знала. Она же не была там тогда, когда Мухаммад справлял же возле мусорки. Поэтому она то, что видела, то, что знала. Поэтому сказала, то есть не верьте ему. А Худайфа же видел сам, поэтому, когда получается, если он видел, как ему сказал, не верить, да ему, Худайфе, радаллаху анху. Или же, скажем, то, что это знание Аиши, радаллаху анха, или то, что Мухаммад сам никогда не справлял нужду дома стоя, то есть только сидя, то есть, то, которое было у него возле дома. Или же то, что слова Аиши имеется в виду, что Мухаммад салям, скажем, обычно так, да, то есть обычно справлял сидя, то есть стоя, получается, очень редко возможно. То есть, получается, не верьте, что он это делал постоянно, всегда. То есть, получается, он всегда делал сидя, то есть иногда, возможно, делал, стоя. Поэтому слова Аиши может понять то, что когда не верьте вообще, или же, получается, он это делал в основном сидя, то есть он не делал это постоянно стоя. То есть, если тут скажешь, что Мухаммад справлял стоя нужду мало, всегда, этому вы не верьте. Так тоже можно понять слова Аиши. Или же то, что Мухаммад там, поэтому вот два хадиса, их можно объединить. Никаких проблем. То есть Аиша, получается, не видела же, и ее слова можно объяснить правильно, можно правильно их понять. Поэтому балякаиман, и если, как сказала Аиша, Мухаммад справлял в основном мало нужду сидя, получается, что он делал редко, иногда. И вот хадис Худайф это, скажем, не правило, а исключение. То есть редкий случай, когда это было сделано стоя. Поэтому у ученых есть разногласия, а почему? То есть какая причина заставила посланника Аллаха, который справлял мало нужду сидя в основном, это сделать стоя в данной ситуации. Сказал Шафи'и, что арабы, они, если у них болел позвоночник, они, как лечение было, справить нужду стоя. Одно из способов лечения болезни позвоночника это было справление нужды стоя. Это объяснение имама Шафи'и, рахимахуллах. Сказал Кади аль-Аяд, что Мухаммад это сделал, потому что он где-то был рядом и был занят. То есть у него был очень был сильно занят, когда там решал проблемы мусульман, и, возможно, там долго сидел, задержался, и когда у него там, когда захотел справить малую нужду, а когда куда-то идти далеко, да, это было, что там уже, когда приспичило, да, когда там уже терпеть некуда больше, когда искать далеко идти, поэтому Мухаммад салям ближайшее возможное место исправил нужду. И когда увидел мусорку, да, потому что там, в принципе, же не возле домов, а мусорка это такое место, где мусор, да, то есть там грязно и так, там не страшно, да, справить нужду, поэтому он задержался, и не нашел другого способа, не мог уйти далеко от людей, может, не дошел бы, было бы очень трудно, поэтому справил нужду именно здесь. Также сказали некоторые ученые, что Мухаммад справил нужду стоя в этой ситуации, чтобы показать, что это дозволено. Чтобы, то есть показать мусульманам, что это не харам, что он где-то обычно сидя, но это сделал, чтобы, увидели мусульмане, что действие является дозволенным, когда есть нужда, иногда. Это делать, если человек, понятно, если уверен, что его одежда станет чистой, так ведь. Потому что здесь же у нас, опять-таки, чтобы брюки, штаны, чтобы обувь была чистая. Если есть человек в этом уверен, на 100%, знаешь, когда он где-то, в каких ситуациях может спать нужду стоя. Где-нибудь, есть же писсуар, так ведь. Может, это пошел-то в туалет, да, там все занято, человек уже охота, да, поэтому писсуар встал, там, да, спиной ко всем, там же все равно, там брызги не утекают, не брызгают, поэтому, как вариант, иногда, возможно, да, какие-то ситуации, когда невозможно попасть в туалет, когда все занято, человеку очень нужно, терпеть уже невозможно, поэтому здесь же человек стоя это будет делать, ты ему там закрываешь так спиной, там, арат можешь закрыть, чтобы тебя не увидели, поэтому здесь Мухаммад тоже стал же стоя, и там, в принципе, люди его видели, что он справляет нужду стоя, но спереди же, сзади все закрыто, поэтому, иногда это можно. То есть при некоторых обстоятельствах это действие является дозволенным. Поэтому вот Мухаммад это сделал, чтобы показать, что так можно иногда, хотя обычно он так не делал. Затем Мухаммад, то есть после того, как справил малую нужду, потом попросил бимаин, чтобы ему принесли воду, фамасаха аля хуфейхи, и он протер своей, обувь кожаную, которая была у него на ногах. Здесь хадис, он немного укороченный. Протирание обуви, начала там своя будет глава, начала там дальше будет, да, целый раздел.
протирание масаля хуффейн. И хадис приводится, вот хадис Худайф приводится у Бухари, Муслима, Тирмизи, Насая, Ибн Маджа. То есть во всех 6 сборах приводится. Хадис, то, что Мухаммад справил малую нужду стоя. Хадис является достоверным. Каля Абу Дауд, сказал Абу Дауд, рахимахуллах, каля Мусаддадун, сказал Мусаддад ибн Мусархад, каля, сказал Худайфа, радиллаху анху, фадахабту, то есть когда, то есть Худайф там был рядом с пророком Мухаммадом, и когда он увидел, что Мухаммад хочет справить нужду, то есть Худайфа автоматически начал от него отходить, то есть удаляться от него, чтобы быть подальше от человека, который справляет нужду. Фадахабту, то есть я начал отдаляться от пророка Мухаммада, уходить подальше от него, потому что фадаан, но Мухаммад меня, говорит, позвал, хатта кунту анда акиби, так что он стал возле него сзади. Мухаммад позвал специально, чтобы он стал спиной к нему, получается, за ним, то есть чтобы он его прикрывал со спины. Люди стоят, получается, стал спины, лицом спиной к Мухаммаду, стоял возле него, как бы закрывал его. Поэтому он ходил, Мухаммад позвал его и сказал, здесь стоять ему. Поэтому, получается, стоял возле его пятого, почти притик стоял возле него. Почти стоял возле его спины, возле него. Поэтому вот хадис, то, что основа, как хадис Аиши, сидя справляет нужду мужчинам, иногда это является и стоя. Как сказали, то, что если человек уверен, что у него одежда останется чистая, что одежда не будет наджис, что там моча не попадет, то есть брызги не попадут на его одежду и на его обувь. Следующая глава, бабун фирраджули, касающаяся, то есть, мужчины, здесь сказано, имеется в виду человека, ябулю биллейли фил инай, который справляет малую нужду ночью в сосуд, thumma ядаху айндаху, затем его ставит возле себя. Такой хадис, то есть, можно, нельзя. Если исправил нужду ночью какой-то сосуд, скажем, горшок, и потом поставил то есть рядом, не пошел в туалет, просто там исправил нужду в горшок, потом лег спать, оставил его возле себя, этот сосуд. То есть, и Абу Дауд указано на то, что это является дозволенным. То есть, вот хадис указывает, что это действие дозволено в шариате, не запрещено, хотя там есть некоторые ривайты, которые запрещают это действие. قال حدثنا محمد بن عيسى сказал Мухаммад ибн Айса قال حدثنا حجاج ибн Мухаммад аль-Муссиси عن ابن جريج со слов ибн Джурейджа عبد الملك ибн Абдул Азиз عن حكيمة بنت أميمة со слов Хукеймы, дочери Умеймы, ибната дочери Рукайка, действительно, все три женщины. То есть Хукейма, Умейма, Рукайка — это имена женщин. То есть, получается, когда дочь, когда мама там, и бабушка, то есть 3 человека. То есть бабушка, ее дочь и внучка. Ан уммиха, со слов мамы, то есть Умейма бинт Рукайка, аннаха, что она сказала, кана ли наби саллаллаху алейхи ва саллям, у пророка Мухаммада саллям был кадахун, то есть сосуд, мин айдана, из пальм, из пальмового ствола. То есть там просто ствол такой, его очищали там, и там делали дырку. Получается, там как ствол, пальмы, сделанный был сосуд у пророка Мухаммада саллаллаху. То есть, длинная пальма, когда то есть ее там, в середину убирали, там получался, не закрывая, получался сосуд деревянный. И был такой сосуд, если разбирается вопрос, когда из чего был сделан мин айдан, тахта сарихи, у него под кроватью. То есть, у Мухаммада был деревянный сосуд, под его кроватью, ябулу фихи, он справлял малую нужду в него биллейли, ночью. Был сосуд, который справлял нужду ночью, и он, получается, он был под кроватью. Получается, то есть Мухаммад был что-то, потому что Мухаммад на чем-то спал, повыше, не на земле спал, значит, что-то было, куда стоял, под можно было ставить, там, если сарир, на чем он спал. Получается, Мухаммад просыпался, справлял нужду, поставил, и дальше спал. То есть никуда не ходил, то есть не выливал то, что у него было. Это является дозволенным, хотя есть некоторые риваяты, в которых сказано, что ангелы не входят в дом, в котором есть моча. Риваяты хадиса, где сказано, что ангел не входит в дом, в котором есть моча, в сосуде стоит, моча, которая стоит в чем-то, то есть не то, что они не входят. И
Но, этот хадис получается противоречивый, и ученые говорят то, что, ангел не входит в дом, где моча стоит долго, да. То есть, одно из вариантов объяснения, что если она стоит долго, не убирается, постоянно стоит. Или же, если, говорит, просто человек спал нужно ночью, да, потом проснулся и вылил, это не, стоял недолго, то есть, потом маленький срок времени, значит, не проблема. Это действие является дозволенным. Или же, имеется в виду то, что когда там мочи много, то есть не то, что мочи, а вообще наджиса много, то есть дом, в котором много наджиса. То есть это наджис не убирают, это не смывают, он постоянно там находится, в такой дом не входят ангелы по одному из вариантов. А здесь же просто один сосуд, его немного. Поэтому количество имеется в виду. Значит, тахта саририхи, стояла его под кроватью, получается, спать на кровати дозволено, не запрещено. То есть сон на кровати дозволен, то есть не обязательно спать на полу, да, то есть можно и чуть повыше спать, тем более, когда говорят, что спать сон на полу, да, но когда тепло, спать на полу хорошо, а когда зима, да, когда холодно, спать же там все заболеют, поэтому еще иногда еще и погодные условия, место жительства иногда влияет на некоторые действия. Поэтому не надо воспринимать буквально многие вещи, и делать их полностью как там. Поэтому спать на кровати по шариату не является запрещенным. Это не противоречит богобоязненности, не противоречит зухду, удалению от мирских. И Мухаммад справлял нужду в него ночью, получается, когда он себя не утруждал, ночью куда-то не ходил далеко, себя облегчал в жизни, поэтому так поступал он. И также, получается, обучал умму, то есть что так делать дозволено. То есть он делал и показывал мусульманам, что это действие является дозволенным. Хотя, как мы говорили, то, что есть риваяты, которых сказали, то, что в ангел не входит в дом, в котором имеется моча. Моча, то есть там, где моча собирается, да, находится долго. Тем более, когда в наше время унитаз, тогда все смывается, да, поэтому или там даже если правильно нужно, то выливается. То есть это недолго, это облегчение действия, когда человек вынужден, или человек ленится, да, если облегчает, это действие является дозволенным. Следующая глава, 14. Бабуль мавади'и лати нухия аниль баули фиха. Глава о местах, в которых запрещено справлять малую нужду. Места, в которых справлять малой нужды является запрещенным. Каля, сказал Абу Дауд, хаддатана, нам рассказал Кутейбат ибн Саидин, Кутейбат ибн Саид, то есть Кутейбат его не имя, а его, скажем, как прозвище, его лакаб, его звали или Яхья, или же Али. Каля хаддатана рассказал Исмаил ибн Джафар, عن العلاء بن عبد الرحمن со слов Аля ибн عبد الرحمن عن أبيه со слов его отца عبد الرحمن عن أبي هريرة со слов Абу Хурайры رضي الله عنه известного сподвижника أن النبي صلى الله عليه وسلم قال что пророк صلى الله عليه وسلم сказал اتقوا اللاعنين остерегайтесь от, скажем, двух проклинающих друг себя. То есть двух людей, которые проклинают сами себя. То есть ля-айна получается проклинающий, делающий ля-анат. А ля-анат означает удаление от милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Когда удаляйтесь, остерегайтесь от двух проклинающих, как сказано, ля-айнайни. Или же получается тех, кто делает действия, которые вызывают ля-анат, проклятие людей. Получается делать что-то, за что люди проклинают. Исайя проклинает, или за то, что они делают что-то, причина является того, что люди их проклинают за какое-то их действие. Поэтому можно сказать, что остерегайтесь от этих двух вещей, из-за которых вас могут люди проклинать, вас могут люди ругать. Сейчас эти вещи получаются уже, скажем, некрасивые вещи. И сподвижники спросили, о посланник Аллаха, что это за действие? Что это за действие, которое вызывает проклятие людей? Посланник Аллаха сказал, аллади, тот, который ятахалля, справляет нужду, то есть справляет, или большую нужду, тот, который справляет большую нужду, фи тарик ан-наси, на дорогах людей, там, где люди ездят или ходят, аузилихим, или в тени их. Получается два места. Получается человек, который справляет нужду на дороге или в тени, где люди обычно сидят, отдыхают,
скажем, этот человек автоматически, скажем, потому что если человек справит нужду в дороге же или в тени, люди же ходят же так, тут может наступит. Так, поэтому, когда он же не будет человека хвалить, он же будет его ругать, поэтому, когда получается, люди его обругают, да? Его обругают всеми там плохими, нехорошими словами за то, что он натворил, что он сделал. Поэтому он стал причиной. Он это весь сделал, да? Но люди потом его проклянут. Люди потом его поругают, отругают за то, что он это сделал. Поэтому вот два места. То есть здесь получается исправление большой нужды, сказано в хадисе. Но и малая большая нужда одинаково. Так ведь. Большая нужда хуже всего же, малая нужда тоже, она входит автоматически в действие суда, поэтому если исправить большую нужду там, где люди ходят, то есть дороги, тропинки, так и да, то есть, где люди ходят постоянно, часто, где машины ездят, где люди ходят постоянно, то есть тропинки, дороги любые, людям это причинит вред, это действие, когда людям будет неприятно, то они будут его ругать. Тогда исправление нужды под деревом, в тени. Если представь себе, когда Аравийский полуостров, там уже все-таки жарко так ведь, поэтому когда солнышко везде. Значит, а где тень, там деревья. Поэтому люди же обычно, когда сидели в тенечке, скрываясь от солнца. Поэтому, имеется там, то есть, тени, это там, где люди обычно постоянно сидят, ходят. Не в каком-то месте, где там люди вообще не ходят. Да? Если там место, где там далеко, там, никто там не ходит, там, раз проходит человек, там не проблема. А если где-то в городе, в деревне, там, где место отдыха людей, так, да, где люди постоянно ходят, отдыхают, укрывают от солнца, вот там является запрещенным. Поэтому, скажем, в тени, там, где люди сидят. Не во всех тенях, там, не в его месте, где тень является. То есть не все, а только некоторые, которые люди постоянно там ходят. Тем более, Мухаммад ﷺ приводит, что он справлял нужду в тени пальм. Вот, там, где люди не ходят вообще, да, то есть там в закутке, где никому не создать проблемы. Это действие. Поэтому в этот хадис приводится два места, где справлять нужду запрещено: дорога и тень людей, то есть место, где люди отдыхают, где люди могут сидеть, отдыхать, гулять. Если парк, дорога, всякие парки, там, тропинки, дороги, это запрещено. قال حدثنا, рассказал нам, то есть Абу Дауду, Исхак ибн Сувейд ар-Рамли, Умар ибн Хаттаб, Абу Хафс. Я сказал Умар ибн Хаттаб, Абу Хафс, это получается учителя Абу Ханифы, Абу Дауда. Но это не Умар Хаттаб, который был сподвижником, потому что этот человек умер в 254 году, лет через 200 после Умара Хаттаба. Просто это, имя человека, его отчество, его куни совпадает с именем, отчеством и куни Умара Хаттаба, сподвижник пророка Мухаммада. Поэтому это же имена такие же, общие так ведь. Поэтому этот человек Умар Хаттаб, Абу Хафс. Один к одному, как Умар Хаттаб. Во время пророка Мухаммада, потому что его тоже звали Абу Хафс. Здесь тоже. Поэтому это уже совсем другой человек. Имя, отчество, все остальное похоже, тезки, полные тезки, но это не тот человек. Поэтому не надо смотреть. То есть есть люди, которые похожи. Они просто жили в разное время, в разных местах, но из-за того, что Умар это исламское имя, так и Хаттаб исламское имя, арабское имя, поэтому такие имена давали. Тем более, там специально давали. Если был человек Хаттаб был, да, специально давал имя Умар своему сыну, чтобы как Умар Хаттаб, что он был. Поэтому если был, когда там был Абу Талиб, давал Али там, да, то есть и так далее. То есть был там Афан, давал Усман. Специально давали имена как сподвижников, чтобы было созвучно один к одному. Умар Хаттаб, Абу Хафс, вахадису атам, его хадис Умар Хаттаба, скажем, полнее хадис. Анна Саид ибн Хакам, что Саид ибн Хакам хадисахум им рассказал, قال, анба'ана сообщил, Нафи ибн Язид, قال, нам хадисахум рассказал Хайват ибн Шурейх, известный ученый, которого дуа принималась полностью всегда. Анна Аба Саид аль-Химьяри, что Абу Саид аль-Химьяри хаддатов рассказал ему ан Муад ибн Джабаля, со слов Муада ибн Джабаля, известного сподвижника из Ансар, из мединцев, из племени Хазрадж, и который был знатоком халяля и харама. Среди сподвижников знатоком халяля и харама был Муад ибн Джабаль, присутствовал в битве при Бадре, когда ему был 21 год, и умер в Шаме, в Сирии, в Ближнем Востоке, в 18 году по хиджре. И его Умар ибн Хаттаб назначил правителем
Шама, потому что там Абу Абид ибн Джаррах умер, сподвижник, назначил Муаз ибн Джабаля, но в этом же году там была чума. Чума, и вот во время этой чумы Муаз ибн Джабаль и умер. Каля, сказал он, каля Расулуллах саллаллаху, сказал посланник Аллаха саллаллаху, иттакуль маля'ана талата. Сказал, то есть остерегайтесь 3 вещей, за которые вас будут проклинать. Здесь приводятся 3 действия, за которые вы станете предметом проклятия, объектом проклятия других людей. То, что когда вас будут люди проклинать, которые мимо вас проходят, и то, что когда вы испортили место, которые люди ходят, место, где люди ходят обычно, испортили, сделали грязным, это является зульмом. А каждый, кто делает зульм, он проклят. То есть каждый делает несправедливость, он является, то есть маляун, проклятым. Поэтому действия, которые, то есть не делать то, что из того, что вы будете проклятыми. То есть алянат, проклятие, это удаление от милости Всевышнего Аллаха. То есть удалять от милости Всевышнего Аллаха, это есть, то есть быть далеко от милости Аллаха. Это есть проклятие. Ляна, и обычно, когда есть слово ляна, используется, очень говорят, что это является большим грехом. Когда есть лянат, проклятие, это указывает, что это действие является большим грехом, а не маленьким грехом, по мнению некоторых ученых. И здесь, там было 2 действия, здесь у нас 3 приводится. В этом хадисе и Мухаммад объясняет, аль-баразу филь маварид, справление нужды, то есть в источнике воды, то есть в воду, то есть то место, куда люди приходят за водой попить, в эти места, всякие родники, ручьи и так далее, куда приходят люди брать воду на водопой. Вакаригат тарик, середина дороги, то есть прямо на дороге, где люди ходят, вазилли и в тени. Получается, здесь, когда добавляется только одно здесь, в воду, потому что у нас дорога во втором хадисе и тень во втором хадисе. Здесь добавляется у нас место, куда люди приходят за водой, то есть источники питьевой воды. Это является также запрещенным по этому хадису. И сказал Ибн Хаджар, рахимахуллах, тень, говорит, летом, а солнце, говорит, зимой. То есть летом же солнце греет, поэтому люди сидят в тени. А зимой уже прохладно, поэтому люди сидят на солнышке. Поэтому, когда здесь имеется в виду, то, что там люди сидят обычно, да? Там люди любят сидеть. Получается, летом сидят же в тенечке, а зимой там, да, в тех краях, не у нас, там же, получается, сидят на солнышке, потому что в тени будет прохладно. Поэтому получается, когда запрещают нужду, там, где люди живут, ходят, отдыхают. Так, получается, дороги, всякие дороги, там, получается, тропинки, всякие подъезды, есть в наше время, всякие подъезды и так далее, так, в наше время. Поэтому место, где человек делает зулем, загрязняет, поэтому лучше потерпеть, где люди не ходят обычно сделать, да, править нужду, а не там, где люди ходят и делать наджисом, доставлять неприятности людям. Поэтому эти и подобные места, да, то есть дорога, тропинки, когда все связано с жизнью человека. Поэтому, как говорится, что когда места религия социальная, поэтому когда заботится о людях, то есть она заботится о том, чтобы когда было чисто, и заботится о тебе, да, чтобы тебя не ругали. Заботишься ты о людях, заботишься, они заботятся о тебе. Если ты будешь делать нужду там, где люди ходят, ты будешь предметом того, что тебя будут ругать, да. Тебя будут говорить некрасивые слова, тебя будут проклинать. Будут делать дуа, прочитать, получается зулем, да. Ты человек обидел, а дуа обиженно принимается. Если когда человек наступил, потом там сказал, что там Аллах там сделал так-то, да. И человек дуа идет напрямую к Всевышнему Аллаху, потому что дуа аль-мазлум ла юрад. Потому что дуа обиженного человека, оно не отвергается, оно уходит прямо, и Аллах это дуа принимает. Поэтому не нужно быть причиной того, чтобы тебе делали плохую дуа люди. То есть заботиться о чистоте и заботиться о себе. Все это, скажем, двухсторонняя польза от этих действий вот из этого хадиса, из этого предписания. Охота, конечно, больше, но не получается. Планирую больше, а время уже 8, поэтому на этом остановимся. То есть дошли до 27-го хадиса. 26 хадисов, потому что начинается новая глава, там 2 хадиса. Затянется еще минут 10-15, лучше уж на этом остановиться на сегодня.